Светлана Спирина готова рассказать о самом интересном, что произошло в интернете. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ильшат. Приветствую всех зрителей программы. И в числе топовых роликов скандалы с приставами, Почта России и школы. Итак, скандал разгорелся в Бавлинском районе Татарстана. Ученица разместила видео в социальных сетях, как ученики ее школы очищают крышу от снега. Этим двоим трос не нужен, просто одни так машины. Ну и, конечно же, страховка просто уровень божественный. Не, наверное, им весело. Ну ладно, тут только трое, если что, еще 500 учеников останется. Ученицы шутят, но уж если внимательно посмотреть на видео, под страховкой один ученик, если это, конечно, можно назвать страховкой. Судя по всему, учитель или завхоз держит трос одной рукой. Остальные несовершеннолетние уборщики снега в опасной ситуации. Прокуратура уже выясняет детали скандала, идет проверка. А вот в Варском районе жители местной деревни решили сделать работу за дорожников. Как восклицают криптоканалы, так и хочется написать, глядя на это видео, классическое «Как тебе такое, Илон Маск?», но даже ему не под силу понять всю гениальность народного творения. И вновь в эпицентре Почты России очевидцы разместили в социальных сетях процесс разгрузки машины с посылками. Надеюсь, там не ваши телефонные планшеты, процесс, потому что напоминает скорее игру в баскетбол. Ну, бросай, что ты? На. И еще одно видео, внимательно, которое стоит изучить сотрудникам надзорных органов. Рыбак в Болгаре снял на видео последствия массового мора рыбы. Подо льдом у пристани дно усеяно мертвечиной. Причина пока неизвестна, но вот видео действительно шокирует. И скандал в отделе службы судебных приставов Новосавиновского района. У посетительницы произошел скандал с заместителем начальника. Женщину начали выгонять из кабинета. Девушка, вы или туда, или Ну сюда? вы меня побейте, давайте, я сниму это на камеру. Я 2,5 года сюда хожу. Посетительницу обвинили в том, я делаю? что она пришла не в приемный день, а она заявила, что приставы вообще не работают. За 2,5 года дело не сдвинулось с мертвой точки. Оценку происходящему сейчас будет давать уже руководство ведомства.